Так, ассаламу алейкум. Слышно меня? Видно меня? Так, видно, по-моему. Рад видеть вас. Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Приветствую всех. Видно меня? Слышно меня? Что-то у меня... Меня не видно. Видно. Все, меня видно. Рад. Как слышно? Как прием? Видно, слышно. Супер. Ва алейкум салам. Ва алейкум салам. Видно, слышно. Супер, супер. Так, подождем немного. Так. Так, ва алейкум салам. Так, модер на месте. Ва алейкум салам. Добрый вечер. Приветствую всех. Куба. Нужно. И я со всеми ищу этот общий язык. Это вообще не проблема. Так, привет, дедусик. Муслим. Ва алейкум салам. Ва алейкум салам. Привет, Киев. Так, from the mountain. Привет, Грузия. Скоро ли Китай нападет на Рашку, Оливер Твист? Он не нападет. Он ее так и так завоевывает. Зачем ему нападать? Они и так потихонечку забирают, и поэтому нет смысла нападать. Так, Алматы бачит. Приветствую, Алматы. Так, Аслан, ассаламу алейкум. Где герб Ичкерии? В другой комнате. Да, сегодня вот я в таких условиях. Так. Да, Китай искупает. Ассаламу алейкум. Респект, Аслан. Умар Паршой. Ва алейкум салам, Умар. Салам с Осетии. Знаю, что нас не любишь. Неправда? Почему это? Салам, салам, Осетия. Нет ничего подобного. Как это? Вообще даже не думайте так. Очень даже хорошо отношусь ко всем. Не имеет значения. Осетия это или кто-либо другой. Вы на меня наговариваете. Так. Так. Мусульманин, мумин, ассаламу алейкум, Аслан. Тумсо, чоу иш яла, чоу ви нохчи чуа Польша, йоц разра, ю алирцу нохчи махта эл, аях олар, асудит виз. Мусульманин, мумин. Эл гефтек, элла ас қият снаг, вастец қитаума, қидит, желание, цабадик дич. Сайн хиетага, хумш дуса эл дат, духу момент шо, но قيسون دي تسلا قنا تاتي باش تسقيت از دوتشنا تاخ قنا هرزولم خليتي تسندلي ليش داتسر просто وي позиция дахаэти еще дат сагу мичер вальца уж хави ан قوزا قنو دا قحويكش بولناغ ناغن كرو تكفيرش ديش تعاد سوانتا ليش
erduqoitsuna. Дешхельч сусеги просто йол позиции, ой айдалши, это план позиции мою, это взгляд мою, и ой дахайтан, шин ла ала дуорцу, шин сала ала цедуорцу, но наган игина нах нақити кируке, ажа هردي وجدي تقيتن ديت سهم دات بعديش عدو تروي волч. Так, можешь, Милт, Аслан, почему ты решил уволиться с хорошей работы? Ты был адвокатом в Москве, не знаю, сколько лет ты работал, и вдруг решил этим заняться. Тебя давно завербовали? Я только что разговаривал с Полом Гоболом, записал очень интересное интервью, и я его, наверное, сегодня, если успею смонтировать, выложу его. Пол Гобол, кстати говоря, это надо будет сделать, вырезать и как анонс это сделать, да? Пол Гобол является старым антисоветчиком, ну, профессионалом по советам, да, по коммунистам, точнее сказать, по КГБшникам. Этот человек работал в ЦРУ раньше, давным-давно. И сегодня я как-то тут говорил о нем, и мне сказали, задай ему интервью, пригласи его на интервью. Я его пригласил, я буду после этого, только что я закончил, и буду сейчас монтировать этот ролик. Пол Гобол был знаком, он сам говорил мне об этом раньше, что Абдурахман Автурханов, он считает своим учителем, был с ним знаком, у него книга есть, подаренная от него. И я задавал ему очень интересные вопросы. Пол Гобол руководил Радио Свободы или же был консультантом, я сейчас не могу точно вспомнить. В итоге очень полезный разговор получился. И у нас будет возможность, если вы будете задавать вопросы под его видео, когда я выложу видео, можете писать вопросы, и он их, наверное, почитает, я ему скину ссылку, и я буду знать, какие вопросы, и можно будет в следующий раз опять собрать вопросы и опять ему задать эти вопросы. Поэтому я думаю, это будет очень полезно. По поводу того, что, да, уже удалили, когда я завербован, я не завербован. Я вам расскажу историю, я как раз пишу текст тоже по этой истории, как меня пытались вербовать в Санкт-Петербургском государственном университете ФСБ. Я подробно расскажу про Дмитрия Анатольевича Медведева, сегодняшнего премьер-министра России, который был у меня преподавателем 2 года по гражданскому праву, как он способствовал отчислению меня, как я боролся с Санкт-Петербургским государственным университетом из-за того, что я не согласился сотрудничать и стучать, и как меня отчислили, как я добивался справедливости, когда меня хотели отчислить, ну и так далее, а потом ушел и перебрался в Москву после этого. Поэтому я не завербован в ФСБ, я считаю ФСБ самой преступной, самой подлой и грязной организацией во все времена, которые существовали, НКВД, КГБ, ВЧК, КГБ и ФСБ, ФСК, ФСБ. Они, как обанкротившаяся фирма, меняют название после своих преступлений, после того, что они творят. Они вывеску меняют и остаются теми же, типа новой, как обанкротившаяся фирма. Вывеску поменял, все, долги списали и ничего нет. Нет. Поэтому сай хожу вариарсон газ кичунте айс нохчичун мот бехчельч. Газ любой нохчиочуна сай нохчи пачал касуа, сай мах касуоч, сай айдал нохчи айдал дует, сай нохчи айдла аз болга бирбу дал мукла. Сай нохчи айдла сай пачалкан со мутахиру пайдахиру. Ама хожош вол газ кичуна мот бета сун хожогар и бечвегуй цуна сун хожон дик онах хирдушун шаш. Ахча хирдушга, не ахирдушу, болга хирдушу, но амбаду шикапяк ма бац ашлилечуна.
Цундейла, я хочу передать, что я не сотрудничаю не с американским ЦРУ, когда завтра будет интервью, а Пол Гоббл был сотрудником ЦРУ. Можно будет сказать, что я являюсь агентом ЦРУ, что ФСБ, да? Поэтому я не являюсь ничем агентом, кроме агента своего народа. Далмула. Так, я перемотаю, господа хорошие. Таджимала. Так. Мозен Милди, опять Мозен Милди. Алсан, почему ты высмеешь кликуху Тумсо? Постоянно в обращении подчеркиваю, что у него такое арабское название и так далее. У него ведь имя чисто чеченское, в отличие от твоей Аслан. Почему же? Мое тоже чисто чеченское. Оно уже стало чисто чеченским, хоть оно и тюркского происхождения. Но я не высмеиваю. Он сам себя назвал. Ты можешь называть меня реалити. Я нисколько не обижусь. Я назвал реальность. Я говорю реальность, как я ее вижу. Можешь соглашаться, можешь не соглашаться. Я так ее. Я не от себя это говорю. И у меня есть друзья, знакомые, с кем я согласовываю, с кем я общаюсь. Поэтому я не высмеиваю никого, ни Тумсо, никого бы то ни было. Даже в чат-рулетке с бичами общаясь, я их не высмеиваю. Шишани, он себя сам называет. Я его называю Шишань. Как он себя назвал? Причем он себя называет сыном отца. Ну, это не важно. Короче, все. Тумсо больше, я вас прошу, не обсуждаем. Я все сказал, что о нем думаю. Поэтому оставим это как есть. Так, переходим. Ассаламу алейкум, аслам. Как вы, Самсунг Уральск? Ва алейкум салам, Самсунг Уральск. Отлично. Сенатора, Тумсо говорит, что у тебя нет бороды, за это твоя вера в Аллаха меньше моего шутка. Да. Сенатор, как обычно, хорошо пошутил. Так, иллюминаты. Матигар до Астан. Им досюец бадайди, ишбахца дизель. Да, Аслан на тюркском значит лев. Да, Тойзен. Совершенно верно. Старик Катанч. Аслан, назови адрес в Санкт-Петербурге, когда ты там жил, где именно. Я жил на Добролюбова, по-моему, 12 называется. Да? Это Петроградская сторона, у нас было общежитие юридического факультета, и рядом было общежитие филологического факультета. Через Неву, это прямо на набережной Невы, да, сейчас говорят, это очень круто. Я видел это уже, да, это уже крутое здание. Оно в самом центре находится, рядом с мостом, забыл название моста, но дальше следующий мост идет на Васильевский остров, дальше идет Дворцовый мост, и через Неву от нас был этот, как его, Зимний дворец, ну или этот, где там тусовался их царь. Так, Нохчи антиприкор. Аслан, хинц интернет, чуасун, гонда, гулуш, чоғриш, юхун, колорадский наш. А алшадол дош, хоуздеш, пропаганда наш лилош, фейсбук чуа, халилер сун, ишнаш, значит они тут. Да, они будут это делать, конечно, это проблема. Но я знал, когда я начинал эту деятельность, что будет хуже. Будут придумывать то, что есть. Достаточно. Я не святой человек. Достаточно про меня есть что сказать. Я ни на что не настаиваю. И я ни на что не претендую. И меня дискредитировать и опозорить, это не опозорить ни Ахмед Закаева, ни Хусейна Исхадова, ни Ичкерию. Это только меня опорочить. Если даже как-то они меня будут порочить. Потому что я никому не подчиняюсь, никому не имею отношения, кроме там дружу с некоторыми людьми и там делюсь мыслями и получаю от них какие-то их мысли. Поэтому меня опорочить это ничего не значит. Есть я, нет я, Ичкерия существует, наше право, которое у нас есть, никто у нас никогда не отберет. Право это то, что и баку йолшу, вай пачал тоже ордыны инкар ватталлахта, байшо дала, вай баку йолшу. Поэтому они будут про нас говорить, будут писать, придумывать, все что угодно делать. Абсолютно мне все равно,
что бы они ни говорили и не делали. Так, инженер-конструктор. Многие не понимают, как строится государство, что надо для этого сделать. Аслан, только вперед. Да, совершенно верно, инженер-конструктор. Такое представление, как будто, я не знаю, какую-то там джамаат строят, да, или там какую-нибудь маленькую группу строят, маленький джамаат строят. Государство, это такое сложное дело, это даже, короче говоря. Так, антиприкол. Машалла Аслан. На чеченском, когда говоришь, совсем другое ощущение, когда тебя слушают. Да, ну у нас много зрителей, не чеченцев, много наших друзей, которые нас смотрят с Украины, с Казахстана, с Белоруссии, с Израиля. И мы со всеми, с Европы смотрят иностранцы, да, которые владеют русским языком, с Америки смотрят, знаю. Поэтому будем говорить на русском. Когда надо, конечно, мы будем говорить на чеченском. Так. Так. Эдуард Мамедов. Салам, Аслан. Часто смотрю вас на чат рулетки, и не только вас. И соглашаюсь с блогером, что в России 85% имперцев. Я так думаю, это синдром Маугли. Как вы думаете? Может быть, Эдуард. Может быть, конечно. Кстати говоря, Эдуард просил меня по поводу дедусика сказать, чтобы... Так, Эдуард, напишите, что вы говорили, я обязательно это сейчас прочитаю. Столько просто информации, я просто не могу переводить, моя голова это просто не может осилить. Так, Камил, Аслан, уважаю за твою любовь к своему народу. Уважающий свой народ будет уважать другой народ. Да, спасибо большое. Я уважаю все народы. Для меня нет разницы, какой национальности, кто. Для меня важна справедливость. Мог бы просто название поменять. Старик Катаныч говорит. О чем ты, старик Катаныч? Атила, Аслан, расскажи про Медведева. Медведев, метр в прыжке, маленький. Но он тогда... Мне было тогда 18-20 лет, ему было тогда 30 лет, может быть. Молодой парнишка был. Потом расскажу как-нибудь. Сейчас это долгая история. Надо это как-то собрать все и рассказать, как меня вербовали, как нас всех чеченцев там вербовали, как нас с Чечни доставляли туда, как нас там пригласили учиться. Потом много чего рассказал. Как Медведев, Путин пришел к власти в 98 году, стал директором ФСБ. И после этого началась активная вербовка нас там в Санкт-Петербургском государственном университете, юридическом факультете на 22-й линии. И вот этот факультет, юридический факультет, и на первой линии журфака, могу со всей уверенностью сказать про юрфак. Это кузница просто агента ФСБ. Так, кстати, там у нас преподавал, приезжал лекции читать Собчак, который тоже, я уверен, или агент, или офицер ФСБ. И там же учился у нас и Путин. Так, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, Аслан. Как ваши дела? На прошлом стриме я написал вам насчет розыска Интерпола. Вы сказали написать вам. Я написал в Facebook вам, вы там не читаете. Гивилкос. Ва алейкум салам, Гивилкос. У меня там два этих Фейсбука, старый и новый. Вы, наверное, мне написали на новый. Я туда, на самом деле, не заходил уже несколько дней. Обязательно зайду. Так. Пожалуйста, не пишите мне про Шишани. Будем так дальше. Так, я перемотаю, извиняюсь, если... Эдуард, если ваш вопрос вы мне уже написали, вы мне его повторите, пожалуйста. Так, я перематываю, потому что я заговорился, и вот у нас ушло. Ассаламу алейкум ваш Аллах, си долг горит 06, дерес хойр, ва алейкум салам, масейра долу Аллаху, си. Так, спасибо, Тода. Так. Ум за разум. Как тебе удалось избежать стать агентом ФСБ? Вот так вот. Я все расскажу. Давайте сейчас не об этом. Я бы хотел бы
поговорить о другом. Я хотел поговорить об одном очень важном событии, которое произошло, которое вот сейчас в процессе происходит. Так, сейчас я вам найду этот. Нет, это у меня не тут. Одну минуточку. Это очень важно. Так, я же это все перенес сюда. Так, комиссия Сейма Латвии одобрила установку, что СССР проводил геноцид народов всех оккупированных им стран. Внимание! В среду, 24 апреля, комиссия Сейма по иностранным делам одобрила проект решения от МИД Латвии, который гласит, это еще не закон, это просто законопроект, что Латвия считает депортацию крымских татар 1944 года геноцидом со стороны СССР. Более того, комиссия одобрила и предложение депутата от нацблока Яниса Домбравы официально считать, что СССР в 20 веке целенаправленно проводил геноцид по отношению ко всем живущим на оккупированных территориях народам и этническим группам. Как отмечает Лето, единственным членом комиссии, который проголосовал против данных поправок, стал представитель согласия Николай Кабанов. Да, вы фамилия очень говорящая, который был против того, чтобы признали геноцидом. Что по этому поводу можно сказать? По этому поводу можно сказать, что это очень хорошее дело, то, что Сейм Латвии делает. В связи с этим надо напомнить, 2004 года Европарламент признал выселение, геноцид под видом депортации чеченцев и ингушей актом геноцида. И мы, правозащитники, активисты, подали заявление, обратились в эту Раду Украины для того, чтобы Рада эту резолюцию парламента, Европарламента ратифицировала, то есть признала ее, сделала законом. После того, как это станет законом, все, мы со всей ответственностью можем требовать у России компенсацию, признание ущемленных наших прав и так далее. Более того, если сейчас Латвия это сделает и признают, что все действия, в том числе по отношению нас это даже не обсуждается, Европарламент принял, и нам надо, кстати говоря, мы это, наверное, сделаем, мы сегодня это обсуждали как раз с Хусейном Исхановым, мы должны будем, как только, это еще не принято в Латвии, как только они примут, мы должны им отправить тоже вот эту резолюцию ПАСЕ, чтобы признали актом геноцида. Как только эти страны признают актом геноцида, все, у нас уже один путь есть. Мы можем требовать полной сатисфакции, восстановления справедливости. Так. Так. Я должен был это спросить в следующем эфире. Наверное, дедусик меня сейчас, если он тут есть, я вроде видел, по-моему, это был он. Меня Эдуард попросил задать вопрос. Вы не могли бы ему передать, что у них находится человек, который за деньги ходил, убивал мирных людей в Ичкерии и сейчас получил политубежище в Украине? Аркадий Бабченко. Если вы, я в следующий раз, когда буду проводить стрим с дедусиком, с Виктором, я обязательно задам ему этот вопрос. Если тут есть, Виктор, пожалуйста, можешь подготовиться к нашему следующему стриму, где мы с тобой будем обсуждать вот этого наемника, который воевал у нас, и сейчас он очень такой активный такой борец.
Так, ну, если он, конечно, осознал и борется за Украину, у меня претензий к нему пока нет, кроме наших правоохранительных органов, когда настанет время, обязательно, конечно, мы предъявим, если он замешан в преступлениях и был наемником, конечно, он должен будет за это отвечать. Так, по поводу... Не, Хаджа Насреддин, а что Сейм Латвии признал геноцид крымских татар, но не признал геноцид чеченцев и ингушей? Нет, это только пока проект закона. Ну, для того, чтобы нас признали, господа, мы должны это требовать. Знаете, мой дедушка говорил, если ты хочешь в двери войти и тебя не открывают, долби пальцем так до тех пор, пока этот палец не пробьет эту дверь. Понимаете? А если мы ничего не делаем, мы только вот в Раду написали, хотя у нас все основания имеются, пока Рада не ответила. Я надеюсь, ответит. Но мы тоже будем заниматься. Поэтому нам нужны образованные, интеллектуальные парни, молодые, владеющие разными языками, которые будут создавать гражданское общество, и мы будем добиваться признания как 1944 года, так и вот этого, которое у нас подано заявление. Кстати говоря, завтра я запишу интервью с Сайдамином Ибрагимовым, и мы еще пообщаемся на эту тему. Так. 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 Ну, короче, я, господа, перематываю опять. Так, сенатора. Так, ладно. Ассаламу алейкум. Аду Даулетук. Ассаламу алейкум, брат. Уверен в твоей искренности, которую видно по твоему хорошему нраву. Не отвлекайся, игнорируй хайперов. И главное, остерегайся звездной болезни. Это очень стрёмно. Алейкум салам. Это очень низко, я тебе скажу. Согласен. Это вообще, мужчине это не идет. Я даже не понимаю, как это можно, брат. Садись. Камил, право основа. За свои права надо бороться, добиваться, заявлять активно. Причем, Камил, все время это надо делать. Это не сейчас ты добился прав и лег и отдыхаешь. Ну, конечно, есть уже готовые институты, есть в этом плане правовые, да, правозащитные организации, которые там, которые за тебя делают работу, да, там платятся гранты им там и так далее, и есть эти правозащитные организации, тогда да. Но когда их нет, то мы всю жизнь, мы должны выстроить это государство, мы должны эти институты выстроить. Это огромный труд, да, доспехи воина или как там, доспехи свободного человека там легче, чем этот ошейник раба, как говорится. Да, кстати, по поводу Ахмеда Закаева. Я только что перед началом видел интервью, где в Лондоне ингуши выступили на митинге, и туда пришел Ахмед Закаев и просто отличную речь произнес. Я ее у нашего друга, сейчас я его... Короче говоря, вот у Волчья жизнь Борс 95. 95 он, наверное, уберет, сказал, ну так как уже пока нельзя сразу здесь менять, он пока 95. Вот у него на канале есть у Борс жизнь, Волчья жизнь Борс 95. У него на канале есть это выступление Ахмеда Закаева, где он на ингушском митинге выступает. Очень хорошее выступление, молодец. Ну, как обычно, Ахмед Закаев очень мудр и дальновиден. И альхамдулилlah, что у нас он есть. Альхамдулилlah. Это трудное время, просто он нам необходим. Да, войн Ишма Уэли. Так. Да, Горец 06. Ахмед Закаев сказал, что между войнами было сплочение и так далее. Да. Чё он изба? Я это видел. Хан Джучи Хан. Аслан, салам алейкум. Джамбоксом поговорить не хочешь?
Нет, я, если честно, не хочу. Ну, чтобы я проявлял инициативу, а я хочу свой круг создать, а не никто, да. Мы должны, свободные люди, собираться, да, и мы должны как-то что-то делать. А так говорить, ну что я скажу, ты предатель? Он скажет, нет, я тут Ахмад Хаджипуть. Я знаю, что он скажет. Ну, не интересно, просто с кем-нибудь, с каким-нибудь русским политиком я бы обсудил бы наши, даже вот тем, который там имперец, я бы с ним обсудил бы, как начать рулетки. Приблизительно они одинакового уровня, просто этот будет в дорогом костюме и в галстуке. А остальное одни и те же тезисы, одни и те же, одна и та же болтовня. Поэтому я предлагаю любому русскому политику, вплоть до Путина, давай встретимся, обсудим, давай поговорим с тобой. Любого своего этого, как его, пропагандона, давай сюда, мне без разницы. Я хочу обсудить с тобой русско-чеченскую войну, наши взаимоотношения, настоящее, прошлое и будущее. С удовольствием. Можно, кстати, вырезать это, если хотите, и распространить. Любого путинского пропагандона, в том числе и самого Путина, вызываю. Так. Олег Николаевич, Аслан Салам, привет из Москвы, Волжский бульвар. Ну хватит уже, Олег Николаевич. Привет, привет, салам, привет. Вы так мне не сказали, где мы виделись. Я жил на Волжском бульваре, было дело, было дело. Как раз в 99-м году я там жил, когда были взрывы домов в Москве. Я об этом говорил. Так. Аслан понты не кидай. Почему понты? Я на полном серьезе говорю. Честное слово, я готов к любой дискуссии. Давайте обсудим. Они же не придут. Я с удовольствием. Любой пускай придет. Пускай Шевченко придет. Кто у них там есть? Самый ярый. Кто у них? Соловьев. Какой там? Еще у них там есть. Путин. Кто там? Этот, как его? Ну, короче, без разницы. Все они все из чат-рулетки. Со всей ответственностью заявляю. Просто в дорогих костюмах, в галстуке. Все. А так то же самое. Так. Как найти? Не буду даже зачитывать, я понял, короче. Ну, нам только в рамках закона, только если это будет решение суда. Так, Спортслайв, ассаламу алейкум. Как ты относишься к Мансуру Старому? Ну, ва алейкум салам. Я Мансура Старого видел один раз. В больнице мы там буквально несколько минут пообщались. Так я не слежу особо за деятельностью. Я видел, что он там ругается с разными. Ну, иногда очень дельные вещи говорит, но иногда, конечно, ругается. И что неправильно на всю национальность говорить. И как бы я не могу сейчас ничего сказать о нем. Так, Ёкарный Бабай, Аслан, отводи ребят, пожалей их матерей. Ты ведешь нас в неравный бой с польским некромантом на его стороне. Полчища диванных воинов, наши силы неравны. Давайте без этого. Нету у нас, честное слово, тех, кто сейчас поддерживает там Шишани и так далее, там тоже абсолютно наши ребята. Просто они не смотрели, молодые. И я же сам был такой, я же понимаю этих людей. Поэтому, если Тумсо искренен в своем деле, он придет, поймет, осознает. А если нет, то я думаю, это тоже станет ясно через какое-то время. Евгения Жорина. А я считаю, что не совсем правильно от русских ждать какой-то созидательной энергии. Ее там просто нет. Более верно искать союзников мусульман России, больше половины населения мусульман, и всем плохо. Да, Евгений Зорин, совершенно верно. Но среди русских тоже есть. Я знаю, я много лет дружу с русскими. И есть очень думающие люди. Так, далее. Реалити. Сори, что не по теме. Передай спасибо чеченцам, которые воюют за Украину. Сейчас
Сейчас. Народ это не только Рада, вместе мы добьемся справедливости для всех. Спасибо большое. Да, передаю всем чеченцам большое спасибо. И не только от украинцев, я от себя и от чеченского народа передаю. Вы делаете большое дело, Иса Мунаев делал большой важный шаг в этом деле. Да, Лазу Кобал Дольцин. Но вы огромное дело делаете. И всех, кого я знаю, всем тоже большой салам. И да убережет вас и ваших побратимов, всех, кто защищает свет от зла, да, от плохого, да убережет вас Всевышний. Так. Так. Олег Николаевич, Муслиму тоже большая благодарность. Да, конечно, Муслим очень порядочный и настоящий воин. From the mountain. Аслан, у вас в чате много троллей. Да, почему-то сегодня где мои модераторы? С еврейским ником именно. С еврейским ником именно. Кто здесь? Да, здесь может быть разные всякие. Закаева поддерживает Абадиева, говорит, Новчеборск. Это неправда, не может Закаева поддерживать Абадиева. Если они раньше были, знаете, Абадиев как бы участвовал в многими людьми общался. Если Абадиев там что-то сказал, и он не значит, что с ним вообще нельзя. Политика такое дело, ты можешь общаться со всеми, в том числе и с Путиным. Почему нет? Если, например, Закаеву придется общаться там, и приходилось, и Масхадову приходилось, и Индербиеву приходилось, и что теперь делать? Ишмадитевой, давайте не будем искать Закаевой что-то. Ночеборск, скажи, что сделал ты, какой вклад носишь ты в наше общее дело, а не искать какому-то что-то. Так. Замечательный человек. Аслан, а как ты прокомментируешь слова Дудаева, что все русские, начиная от самого последнего бомжа и заканчивая великим академиком, все они шовинисты? Ну, я соглашусь с Джахаром Мусаевичем, конечно, это так и есть, но есть исключения. Есть исключения. Есть исключения. Редкое меньшинство, но есть исключения. И я не могу из-за того, что оно есть, назвать всех. Конечно же, есть. Есть исключения, есть порядок. И многие зомбированы. Если им прояснить, объяснить, я думаю, многие поймут. Если выключить вот эту останкинскую иглу и вести пропаганду несколько месяцев, рассказывать. Помните, когда после Второй мировой войны преступления нацистов показывали, и эти нацисты, которые сидели, они не верили, некоторые плакали, ну, такие были моменты, и много потом самим немцам рассказывали, что творили нацисты. Если рассказать, что творила русская армия и что творила ФСБ, я думаю, многие русские отвернутся от этого. Над ними работают не меньше, чем сейчас над украинцами, не меньше, чем над нами. Даже, наверное, больше над самими русскими работают. И поэтому это смягчающие обстоятельства для них. Это тоже надо, быть объективным. Быть объективным, как бы у нас не было обид и так далее. Филис, пожалуйста, забаньте Филис. Подождите, я же могу сам это сделать. Вот так. Вот так. Тоже смылся. Так. Эдуард Мамеда, как вы думаете, нужно ли создать сайт, как в Украине, список тех, кто убивал мирных людей в Ичкерии? Эдуард Мамедов, я считаю, нужно. Нужно к этому. Вы имеете в виду про миротворец. Конечно, нужно. Нужно обязательно. И не только тех, кто мирных людей убивал, и как русских туда надо вносить, россиян, так и коллаборантов, вот так называемых кадыровцев, которые причастны. Конечно, это нужно.
Йокарный Бабай, Аслан, много разговоров о том, что Тутанхамон планирует полноценное вторжение в Украину и ее разделение. Это озвучил Жирик, плюс еще паспорта раздают. Что думаешь? Возможно, это такое сейчас давление на нового президента, который еще не вступил в свою должность. Но вот я не знаю. Посмотрим. Были бы селенки, они бы давно вторглись. Их задача внутри раскачать. Сильную войну начать пока, может быть, и побоится. Олег Николаевич, многие чеченцы, которые проживают в настоящее время и ненавидят Кадырова, но однако и опасаются его. Ну, опасаются, вы же тоже опасаетесь там бешеной собаки на цепи. И вот тоже чеченцы опасаются. Ну, посадили русские на цепь бешеную собаку, вот и чеченцы. А не только ж тебя кусает, она еще и унижает, и женщин, детей, и весь мир отвернулся, самое главное, понимаете? Весь мир нас оставил один на один, все до единого. И внутри России, и вокруг, и на Западе, и в Америке, за редким исключением. И чеченцы замкнулись, мы же прекрасно понимаем. Когда сюда приезжают чеченцы и говорят там, рассказывают что-то, я говорю, ну ты расскажи, ты напиши, ты давай сделай. Я же не могу за всех все делать. Он говорит, да они все прекрасно знают. Они знают, мы не доносим, потому что мы уже махнули рукой и просто замкнулись в себе. Так, Вадим Шмель. Здравствуйте, Аслан. Не могли бы вы в конце каждого ролика переводить пару слов с чеченского языка, чтобы украинцы могли хоть чуть-чуть говорить по-чеченски? Спасибо. Вадим Шмель, здравствуйте. Ну, хорошая идея. Может, какое-нибудь слово буду выдавать после каждого эфира своего. Буду выдавать какое-нибудь слово и посмотрим. Как найти? Нет, Аслан, если я не согласен, эти не раззомбируются. Не может быть. Я не согласен, эти не раззомбируются. Не может быть через одно поколение, ну не эти. Ну, может быть через одно поколение. Ну, посмотрим. Йокарный Бабай. Аслан, много разговоров о том, что Тутанхамон планирует. Это уже читал. Так, я перелистываю, друзья мои. Так что извиняйте. Если хотите, там есть суперчат. Посылайте минимально, чтобы я увидел. Просто, чтобы без претензий. Так. Егор Дубинин. Запад прогнулся перед Кремлем. Ну, не то, чтобы прогнулся. Просто выгоднее было тогда нас обменять на российскую нефть, газ, лояльность и другие моменты. На базу в Ульяновске, натовскую, на помощь в Афганистане в войне. Ну, вот такие свои моменты были. И нас как бы обменяли на интересы. Так. Макс Гартен. Аллах рейс хуль заки Ахмадан Вайсила Лердар. Амин, Макс Гартен. Тим Уолберг. Аслан, ты очень правильно и доходчиво все объяснил. Умные и так знали. А те, кто не знал, то сейчас узнать могут. Про карту идея отличная, про списки, видео, фото, документ тех, кто сегодня открылись. Да, работаем. Кстати, есть очень интересная книга, я ее скоро буду выкладывать, она уже почти озвучена, Абдурахмана Ахтарханова «Загадка смерти Сталина». Мне любезно представил, я просто не успеваю сам это делать, мне любезно там за небольшую плату мне один наш друг озвучил эту книгу, сейчас я уже одну или две главы получил, но я еще не успел даже прослушать их, просто времени там нет. И я буду выкладывать эти книги. Я думаю, выкладывать здесь или же, может быть, на другом канале я выложу. И это всем очень интересно, как сдох великий и ужасный товарищ Сталин. Это будет всем интересно. Так, Эдуард Мамедов. Так что следите, будет интересно. Аслан, я так думаю, жители Ичкерии это салмонский синдром, но вы ведете очень хорошую работу и люди поймут. Ну,
Я очень на это надеюсь. Это стокгольмский синдром, да, в какой-то степени, конечно, он есть, но это, да, это так и есть, скорее всего. Так, так. БЗ. Аслан, есть книга Ахмед Закаева, будет на русском языке? Я тоже хотел бы ее на русском. Нет ее пока на русском. Тоже интересно. Она сейчас на английском только вышла. Ну, я думаю, будет. Вот видите, вот для этого нужно гражданское общество. Быстро собраться, озвучить, например, тоже, например, Хусейн Исханов там со своей организации оплатил озвучивание этой книги. Да, ну, взялся оплатить, сейчас еще оплата не произошла. И Абдурахмана Автарханова. И я буду из этого делать ролик. Не просто потому, что людям нужна картинка и звук. Потом тоже Ахмеда Закаева книгу. Она очень, я думаю, интересна. Ахмед Закаев там владеет огромным массивом информации. Потом еще у нас есть книги, которые выходят. Нам просто не хватает ресурсов, господа, потому что гражданское общество у нас спит. И все думают только как бы о своей... А дела сейчас происходят глобальные. UFC АСА. Аслан, ответь, пожалуйста, если нас признают все страны и Россия не захочет нас отпустить, и что дальше? Какие шаги? Очень интересно. Не понял. Россия нас хочет, не хочет, Россию никто не спрашивает. У нас есть право. Мы это право должны добиваться. Пробовали военным путем. Пока это отложено. Теперь мы занимаемся чисто юридическим, мирными способами. Никогда мы не можем это оставить. Наше государство существует. Никто не может у нас забрать это право. Никто. Нам даже если никто нас не признал, никто если нас не признал, все равно наше государство существует. Это ложный посыл, который российская пропаганда вбивала, что вас никто не признал, поэтому вы не государство. Ну, во-первых, нас признала Грузия, Афганистан и турецкий Кипр. Даже если это хоть кто-то должен был признать. Но это не является основанием для того, чтобы мы были государством. Для того, чтобы мы были государством, необходимо, это первая поправка ООН, первая по народ, территория, независимое правительство и возможность устанавливать международные отношения. Вот эти 4 условия у нас есть государство. Все эти 4 условия у нас есть. Народ, территория, правительство и возможность устанавливать отношения. Как мы будем поддерживать свое правительство, да? Это будет видно. Государство есть, это даже просто юридический факт, которого никуда не деться. Конечно, они делали все возможное, чтобы ее не было. А как найти? Аслан, аудиокнига? Да, это будет озвученная книга, на которую я постараюсь сделать ролик. Это тоже очень займет время, потому что там много глав. Короче говоря, может быть, даже придется пропускать стримы, потому что я просто не буду успевать. Так, ассаламу алейкум, нохчино, ассаламу алейкум, аслам. Сейчас как будто быть древние римские времена Колизея. Все хотят зрелища, многим, к сожалению, плевать, лишь бы сболтнуть умные слова. Ну да, тоже верно. Охота удалась, Анзорино. Черный дельфин. Аслан, ответь на вопрос, кто виноват к началу Первой войны в Чечне? Россия? Россия? КГБ, ФСБ, Ельцин. Джахар Дудаев называл имена. Там у нас все имеется. Они начали эту войну. Так, Йокарный Бабай. Аслан, если так подумать, то что их остановит от вторжения? Под санкции они так находятся, а военного ответа им не дадут. Захватит пол Украины, подавит несогласных, как Чечня, а Европа проглотит. Ой, извиняюсь. Да, даже нанести ограниченный ядерный удар, чтобы в шок ввести, вот, что я типа серьезный парень, он сказал. Ему терять нечего. Пока с ним шукались и там приглашали в G7, G20, он просто вот облился нашей кровью, чеченской крови.
Это матерый убийца. Это тот момент, когда Джохар Дудаев говорил, что а, до масштабов, до мировых масштабов это разрастется. Да, это так. Так что, конечно, я не исключаю. Я просто считаю так, больше склонен считать, что все-таки он не нападет. Асна, как получить паспорт Ичкерии? На сайте Чечен Пресс. Я уже много раз вставлял, и можно поискать. У меня в Инстаграме даже, по-моему, это есть. И у меня есть даже вот на YouTube канале, где в сообщении, там я вот есть фотография, это называется такая тема сообщество. Там я вот с фотографией, с паспортом Ичкерии вот так есть. Вот там можно увидеть все это дело. Собака. Куда я ушел? Куда-то я вышел. Ага. Так. Исмаил Музею. Асна. Ассаламу алейкум, Асна. Когда нашу страну Чири освободят, Хасавюрт будет входить в ее состав. Ведь в Хасавюрте проживает очень много чеченцев, в основном чеченцы-акинцы. Но это мы решим с Дагестаном. Конечно же, Аух это наша земля, и мы должны по-братски, по-мусульмански, уважительно, как положено, решить. Но это должно произойти, когда русский оккупант уйдет с нашей земли. До тех пор мы просто нагнетаем только это все. Но в любом случае, сейчас что так, мы находимся в оккупации. Находимся Аух в Дагестане, находится Аух в Чечне, в России. Так. Ёкарный бабай, если путиноид захватил бы часть Украины, то быдло настолько обрадуется, что не только пенсионный возраст может будет поднимать, но и крепостное право. Да, оно уже есть фактически, это крепостное право. Но я общаюсь с Москвой, русские уже очень, как бы, ну, такие уже радикальные вещи у русских проскакивают. Там ничего себе, чем такое терпеть, вот такое дело проскакивает. Ум за разум. Аслан, мы проигрываем им идеологически, подрастает поколение путинистов. Да, в какой-то степени мы информационно проигрываем, но идеологически нет. Нет, мы не проиграем им. Как грязь, это ложь, это пропаганда, если остановится на 2 дня, все, сдохнет эта империя. Олег Николаевич, Аслан, сможешь помочь юридическому дикому десантнику, который в тюрьме по указанию Путлера, он сам дагестанец? Да, я его знаю, этого дикого десантника. Он, по-моему, вышел на эту тропу войны, когда в Сирии уничтожили вот 200 голов или 300 голов этих террористов из Вагнера. И вот, по-моему, у него там кто-то погиб, и он об этом не заявлял, но вот именно в этот период он очень такой дерзко вышел и начал говорить. Я думаю, ему есть кому помочь, защитнику России, я думаю, найдется, кто с оружием в руках, кто защищает Россию, я думаю, у него найдутся его побратимы, которые строили великую Русь, проливая у нас дома в Чечне кровь. Как найти хаях нах в натуре, скидывать ешь, копеек, осланик на разные дела. Мы же хотим независимости. Ну вот хоть так, куда это делось? Арсен Хачатарян, Аслан, про генерала Шаманова все ясно. Хотелось бы узнать ваше мнение про генерала Лебедева, и насколько знаю, он родом из Чечни. Нет, генерал Лебедев, по-моему, не из Чечни, но у меня будут очень 2 или 3 очень интересных ролика по поводу разных смешных, трусливых русских генералов. Очень интересно будет, вот увидите. Так, мне кто-то задонатил. А кто задонатил? Вот там кто мне. Гражданин мира задонатил. Уважение вашему каналу, Баркал. Дал Саудо, гражданин мира.
Без вопроса, да? Так, Аллах Рейс Халиль за ответ. Аслан, как ты на некоторые вещи открыл глаза? Очень нравится твое мышление. Буду, иншаллах, стараться помогать тебе, чем смогу. Аслан, да будет доволен тобой Аллах. Де Рейс Масян Хулюин. Дал Муллах. Мехта де душунара. Мехта дал диш душуной. Явится истина, изгинет ложь. Ложь обречена на погибель. Дал Муллах. Сашику яцута. Так, Ник Ников, Аслан, следуя твоим рекомендациям о безопасности, я создал свой аккаунт недавно, и я не тролль. Правильно сделал. Надо беречь себя. Ваша безопасность в ваших руках, господа. Как моя в моих руках, так же ваша. Поэтому мы имеем дело с очень подлым и коварным врагом. Это не забываем, но нисколько не боимся. Ничего страшного. Смерть придет только один раз. Мурат Адамов, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, Аслан. Серьезный вопрос. Почему правительство Ичкерии не пресекало похищение дагестанцев чеченцами и разбой убийства чабанов чеченцами? Ва алейкум салам, Мурат Адамов. Ну, Мурат Адамов, да, это, конечно, вопрос такой, имеет место быть, и факт остается фактом, было такое. Но похищали не только дагестанцев, похищали чеченцев, похищали, внутри женщин похищали. И это делали российские спецслужбы. И некоторые люди, которые заразились вот этим всем делом, понимаете? Поэтому мы делали все, что возможно. Не было физических сил, понимаете, все справиться. Когда против тебя ведется гибридная война, как сейчас в Украине уже выстроенная система есть правоохранительных органов, и все равно происходят теракты, убийства. А у нас в маленькой стране было очень тяжело. Поэтому, да, мы несем за это ответственность, как любой чеченец, как рядовой чеченец. И я несу за это ответственность, не только наши власти, за то, что страдали. Но не полностью мы можем нести ее, не 100% мы ее наберем, только в определенной части. Так, Аслан, где твоя черная футболка с флагами? Почаще надевай ее, когда уходишь в эфир, назло многим. К тому же в ней ты выглядишь моложе, еще больше похожим на актера того, имя не помню. Ну, Николас Кейдж, наверное. Да, я ее одену как-нибудь. Обязательно. Так. Честно, Аслан, как ты думаешь, когда придет это время, о котором мы говорим, нам надо подождать, пока Россия ослабнет, тогда мы сможем достичь этих целей? Или же мы к этому придем через дипломатический? Мы придем к этому дипломатическим путем. Мы воевать больше не будем. Мы все наши силы направим теперь на то, чтобы сейчас у нас накоплен ресурс, понимаете? Ситуация изменилась. Накоплен ресурс молодежи. Мы должны собрать здесь умных, интеллектуальных молодых людей, растить детей и пробиваться. Пробиваться, не обращая ни на что. Укрдати, дуидати. Государство есть. Это надо запомнить. Правительство есть, народ есть. В тяжелейшем условии мы должны за этот народ говорить. Поэтому, да, все будет. А как произойдет? Как мы будем делать? Как Аллах расположит это, как это случится, вот тогда это произойдет. Но мы должны прилагать усилия, потому что банашли лудизой. Роберт Муту, Аслан, почему Томсони высказывает поддержку Украины? Ведь победа Украины приблизит независимость Ичкерии. Ну, не знаю. Мухаммед Адамов, Аслан, я знаю, и у меня есть много доказательств о том, что ты агент ФСБ России, который заслан в Европу. Ты думаешь, мы, чеченцы, не знаем этого? Ты агент ФСБ, если ты не предоставишь свои эти доказательства. Предоставь, что я агент ФСБ. Я общался, я учился, я работал среди них, но я не стучу, я не агент. Солнце хожовар, солнце мот бетчуна, солнце хожов, понимаешь? Агент таю, Шейнлу агит еще дукшу. Асбек, Аслан, ассаламу алейкум, Аслан.
Hadiyar derse Çiçnetse o Çiçeğini eller. Asbek ve aleyküm selam brat. Ya muğla ditsloy olka sügmasitte mu elle ditsloy olası. Так, Аслан, где мне достать флаг Ичкерии? На eBay есть. Надо там заказать, там есть. Николас Кейдж из Катриурта, Сергей Камин. Да. Честно, Аслан, какие прогнозы? Дорожная карта есть? Все в процессе, господа, все в процессе. Как мы сделаем, так и будет. Так, Аслан дерзкий 222. Аслан, салам маршал, до ногчу чур, сохвит суун, да и не только я. Да, ва алейкум салам, соваш, маршал хиль. И что цадешь, да, охчу, аз яздешь, я что цаду эльч, да, как ножом по сердцу. Потому что я даже читать этого не хочу, потому что вы там, ну, человек в заложниках находится, цунделя, лерлук, да, алч дольшу. Асламбек Мамакай. Ассалам алейкум. Почему ты не отвечаешь на Facebook, что не так? Ассалам алейкум салам. Я отвечаю по мере возможности, я просто не успеваю, господа. Андерзор Аслан, а Южная Осетия считается оккупированной территорией для Запада? Конечно, считается. Это же территория Грузии. Не факт. Евгений Жор, не факт про москалей. Зачем они про паспорта начинают тему? По-моему, это и есть вестник войны. Только смешно. Аслан, я тоже в шоке от того, что творит наш братишка. Давайте оставим этого братишку. Аслан, ёкарный бабай, что бы там у русских в сознании не менялось касательно отношений к власти, но отношение к кавказцам у них так и останется имперским. То есть либералы и все остальные, их объединяет ненависть к нам. Да. Там вот эти, так называемые эти либералы, эти демократы, они далеки от либерализма и демократии. Просто им надо на Западе понравиться, вот они и мутят. Так, я перемотаю, господа, потому что очень много. Так, Асланин, дерзкий, Асланин, хум эллер, самоста уши. Давай, Эрдоган, цаюш мостхалец. Наоборот, надо объяснить, дать понять людям, что мы ни в коем случае не против. А кто искренний, тот поймет. Может быть, я не обладаю какими-нибудь там педагогическими, может, у тебя лучше это получится. Писать в комментариях, объяснять, вот это будет наша работа. Просто ты дома, для тебя это, я не рекомендую указывать место, фамилию, имя, хотя можно по-другому как-то просмотреть. Миша Кот прикольно ответил тому, кто говорит, что ты из ФСБ. Хадога дизерция. Да. Нет, я, конечно, учился на юридическом факультете, меня склоняли к сотрудничеству в ФСБ, меня отчислили, вернее, я долго добивался, и мне уже мое отчисление заменили на академический отпуск, сказали, убирайся. И я убрался из этого Петербурга. Так, кстати сказать, не все так поступили. И все, кто со мной учился, всем большой салам, парни. Да. Так, Али Гадаев, Аслан, может лучше говорить российских, а не русские? Ну, можно иногда и так говорить, а так, по большому счету, разницы особой нет. Хотя я всегда пытаюсь говорить российский. Канал ЛОЛ. Аслан, бухарцы тоже тебя смотрят и желают удачи в вашей борьбе против Уруса. Дай Аллах тебе здоровья. Салам алейкум, бухарцы. Спасибо. Аслан, я здесь после стрима Дедусика. Ну, значит, ты заряжен на позитив. Дедусик заряжает просто своей энергией. Так, я перемотаю еще немного, друзья. Аслан Ахмад сила бог шлил чай куэдара. Куэда цай, голубой локыш, ты пекарш букыш, мискна букыш. Цан завтра им будет стыдно за то, что они говорят Ахмад псина. Так,
Кавказ — это страна, которую нужно объединять, а не Россию охранять. Так, From the Mountain. Аслан, почему нам так сложно объединиться? 30 лет Грузия независима, и не все сходятся по мнению, что Россия оккупант. Таких мало, но есть. Как у вас? Что можно с этим делать? Надо люстрацию провести. Пока Лубянка, КГБ не будет люстрировано, все зло исходит. Знаете, есть такой правозащитник старый, сейчас он в Лондоне живет, я забываю всегда его фамилию. Вот он сказал, если люстрировать ФСБ, прекратить это, 90% терроризма, войн на земле прекратится сразу же. И я полностью с ним согласен. Поэтому я считаю, что нам надо освобождать Чечню, не просто Чечню освободить или Кавказ освободить. Нам надо имперскую Россию и КГБ реформировать. Да? А как мы это можем сделать? Говорить о них правду. Говорить, что это преступники, что это террористы, что это убийцы. И они этого боятся, они огласки боятся. И чем нас больше будет, тем они не смогут нас убивать. И мы должны это говорить, говорить, говорить. Вот наша сила. Поэтому мы будем, иншаллах, говорить о них. Пока у нас теплится жизнь. Так, да, наш Роберт Муту, наш 602 человека, канал развивается всем назло. Совершенно верно. Ну, Аслан, бывший чемпион мира по борьбе Арцуева, не родственник той, говорит Тайсон. Нет, он Орцуев, мы Арцуевы. Нет, он не родственник, просто однофамильцы. Мы тоже, наверное, должны были быть Орцуевы. Ну, так записали, потому что Орцах, Адоль Дутро, но записали как-то, и мы Арцуевы. Ну, то есть не ФСБ надо иллюстрировать, а коммунизм приравнять к фашизму. Ну, этот коммунизм, как бы, эта идея, ей все вот это руководили НКВД. Это вот эти путинские, вот эти предшественники. Так что вот так вот. Сансел. Аслан, как относиться к самой идее социализма не Сталину, Берии и прочим ублюдкам, а к самой идее социальной справедливости и бесклассового общества? Спасибо за деятельность, вы достойны сын Ичкерии. Конечно же, социальная справедливость, вот, например, капиталистические страны достигли больше социализма, чем кто бы то ни был. Возьмем ту же Норвегию, например. В этом плане, конечно, социальное равенство, оно должно быть. Там богатые должны облагаться большими налогами, чем бедные. Это, конечно, это очень верное решение. Но то, что как ее испоганили, вот этот социализм, как испоганили коммунизм, НКВДшники, идея-то она неплохая на самом деле, да, она, денег не будет, преступности не будет. Ну, короче, рай на земле. Просто невозможно ее осуществить. А так, конечно. Идея-то вся списана с Корана и там с религией переписана была. Как бы придумал ее. Так, Егор Дубинин. Аслан, как относится к Невзорову? У меня есть, кстати, ролик про Невзорова на этом канале. Это матерый, короче говоря, ГБшник, который заслуживает презрения. Но не глупый. Хаджа Насреддин, самое прогрессивное передовое движение в современном мире является движение за независимость. И никому не дано право ограничить в этом стремлении другие народы. Да, совершенно верно. From the Mountain. Аслан, вообще, я тоже решил записать ролики про агентов КГБ и ФСБ в Грузии. Начну с Шеварднадзе. Сложно, но я учусь. Да, это очень отличная идея. По крайней мере, у вас там свободно, и ты мог бы нести большую лепту в это дело. Это было бы очень круто. Я бы тебе помог бы с развитием, привлечением внимания к твоему каналу. Так, салам алейкум. Евгений Кошарный, True Story, Reality. Аслан, извиняюсь, что пишу это на стрим, но может вам зрители помогут это сделать. На сайте нужно написать текст о карте, объяснение идеи, о вас как основателе, примерно 8 слов каждый. Так, это Евгений Коширный, True Story. Это человек, у него, его канал у меня в интересных каналах есть, на которые я предлагаю подписаться. Этот человек как раз делает нам сайт по карту боестолкновений и преступлений.
Подписывайтесь на его канал, очень интересный контент он выкладывает. Только недавно начал заниматься этой деятельностью. Евгений, я вам обращаюсь, я это все сам сделаю. Я просто, у меня вылетело из головы, вы мне писали, и у меня просто это вылетело. Я это все напишу, и вам обязательно все это передам. Извиняюсь, что забыл. Вот, Евгений Кошарный, True Story. Подписывайтесь на его канал. Так. Честно, Аслан, скажи, какой главный вопрос стоит сейчас перед нами? Дипломатические или решительные действия? Перед нами стоит дипломатические решительные действия. Нам надо не насильственным путем. Много людей погибло у нас. Мы будем добиваться так. И так будут убивать, и так будут потери. Но мы должны все равно добиваться, уже не подставляясь под это. И это очень действенный способ. Зря чеченцы так пренебрежительно к этому относятся. Это очень действенный, ненасильственный способ ведения войны, соблюдения международного права. Это очень действенный способ. Тем более, находясь здесь. Нам надо объединиться, нам нужно просто как кулак собраться, собрать свой отряд и биться, и вот пальцем пока не пробьем дверь. И этим надо заниматься. Да, будем заниматься. Так что молодые, умные, образованные, присоединяйтесь. Все остальные тоже присоединяйтесь. Помогайте, распространяйте. Делайте все, что можете. Так. Перемотала, блядь. Олег Николаевич, Невзоров правдоподобный фильм снял про войну чистилище. Ну, правдоподобность его была только в том, что снималась в Чечне на месте реальных боевых действий. Больше ничего правдоподобия не было. Кроме того, что русский танк размазал с грязью русского убитого солдата, чтобы там труп не попал к чеченцам. И больше ничего правдоподобности нет. Поэтому у меня есть ролик очень интересный, написанный Адамом Дервишевым, текст. Я сделал из этого ролик. Очень четко получилось. Как всегда, Адам Дервишев на высоте. Можете посмотреть. Советую, кстати. Много нового узнаете об этом ублюдке Невзорове. Так. Сенатора, Украина не слабая страна, но против сатанистской России мы только объединившись победим, а то будет много крови и потерь. Конечно, поэтому всеми силами должны помогать Украине. Все, в том числе и русские, проживающие в России, должны помогать Украине, которые хотят, чтобы их страна освободилась. Только солнце свободы зайдет со стороны Украины. Это пророческие слова Джохара Дудаева мы должны помнить и понимать. Так, я не успеваю, господа, не ругайтесь. Если хотите, пишите суперчат вопрос, я обязательно увижу. Аслан, скажи, коробочка хоронит, ребят? Слава Вильна Ичкери, боритесь, поборите, вам Бог помогает. Виталий Веников, спасибо. Аслан, побольше чат рулетки, в феврале по 500 человек каждый день подписчиков добавлялось. Да, Роберт Мутов, добавлялось, но я просто физически не успеваю в эту чат-рулетку заходить. Но у меня вот сейчас появился спонсор, он мне подарил очень хороший аппарат. И у меня сейчас, я его сейчас пока настраиваю, поэтому я стрим сейчас провожу через свой аппарат. А вот у меня сейчас новый аппарат появился, и будет удобно и стримы сразу записывать, и сразу прямые эфиры вести, вот как я с Дедусиком делал. Буду развивать по мере возможности, но не успеваю, зашиваюсь просто, сил, времени не хватает. Будем стараться. Матаба, Аслан, множество чеченцев говорят, что без войны нам не дадут независимость, хотя все наши правители указывали на то, что нет военного решения, что есть только политический путь. Как ты думаешь, с чем это связано? Я это считаю, это связано с невежеством. Мы не понимаем, на какую силу имеет право. Вы посмотрите, как Путин, войдя в Украину, захватив страну, врет, извивается там,
наших войск там нету, там снимают лычки. Это же тоже нелегко заставить своих солдат снимать лычки, там возникают споры, конфликты. Их надо там деньгами ублажить, кого-то запугать. И при всем при этом они это делают, закрашивают там свои номера. Ну, как банда, реально, как бандиты себя ведут. Почему? Потому что есть международное право. И надо везде это попробовать скрыть, да. Загоняются бабки огромные, там, нанимаются местные эти люди. И там ведут, ну, подлую войну, как обычно, подлую войну. И мы недооцениваем силу международного права. Это мы можем добиться очень многих вещей. Да, это не быстро происходит, как зайти и быстро взять город, и вот результат есть. Да, мы, ребята, чеченцы, конкретные, нам сразу результат. Но это работает, и мы должны использовать все методы. Только из-за того, что мы с войной не смогли отстоять у этой бандитской страны, мы не можем смириться. Мы же не можем сказать, все, да-да-да. Пока не признал поражение, ты не проиграл. Ёкарный бабай, Аслан, после просмотра твоих стримов у меня появляется надежда на светлое будущее нашей нации. Но потом я открываю видосы про ковчег и вижу там больше просмотров, чем у тебя, и я осознаю, что шансов нет. Нет, шанс есть всегда. Да, я абсолютно убежден в этом. Обычный чеченец, чинго, самого чинго, чинго боч метеква. Да. Так, UFC, Аслан, вы думаете, если все страны признают нас, что после этого Россия останется от нас? Если нет, то без участия в войны есть предпринять что-нибудь другое, то я чувствую, Россия без войны никак. Вот я об этом и говорю. Мы должны работать на развал России, имперской, грязной, КГБшной России. Это я прямым текстом давным-давно уже заявляю. Других вариантов нет. Пока Россия существует, как ее это сделать? Всеми доступными способами. Русские должны это делать, татары должны это делать, украинцы это должны делать, грузины это должны делать, мы тут это должны делать. У нас огромный есть потенциал. У нас есть военный геноцид, военные преступления этой путинской этого режима. И за все это надо привлечь. Это огромный труд. Но чем труднее, тем интереснее, господа. Давайте делать. Или жаловаться все время. Ничего не можем. Мы можем. Это реально под силу. Это можно сделать. Так, я перемотаю. Извиняюсь, если кого не прочитал. Блогер 67. Мне сегодня написали маты и оскорбления по поводу того, что я и твои, и Тумсо видео на канале своем заливаю. Считаю, что я вас хочу поссорить. Что скажешь на это, Аслан? Ну, не знаю. Не знаю, я ничего не могу сказать. Но маты, но это пишут. Если мат написать много храбрости не надо. Так, модный дядя. Аслан и Кафыров Гаги да Вельч Худерти. Аслан и Кафыров Гаги да Вельч Худертиш. Конечно, Кадыров таким же является, конечно. Но Кадыров самая вообще плохая ситуация из всего. Даже, может быть, Кадыров спасет, его окружение вообще шансов нет. Кадыров может вместе с Путиным в Китай убежать, еще что-нибудь. Путин же говорит, что он его сын, там все такое. Ну, посмотрим. Но что бы ни случилось, мы должны заниматься своим делом. Да? Ничего не меняется, если не менять. Так, Евгений Жуаль, я думаю, что потери России на этой войне еще больше наших. Не случайно потери засекречены, гробы идут от нас в Россию, и вся Россия молчит. Да, молчит. Молчит, потому что пока есть бабки, и бабки дают, они молчат. Россия перестанет молчать, когда она начнет отсылать срочников. Когда реальные боевые действия, серьезные, большие пойдут, тогда придется закидывать мясом просто. Срочниками надо будет все это закидывать. А когда пойдут срочники, вот тогда мамы будут возмущаться, потому что за срочников там 3 миллиона или 1 000 000 рублей платить не будут,
срочника отправил, и мама есть мама, да. А когда взрослый наемник идет, он добровольно, жене наплевать, ей дали миллион, ну и слава богу, короче. А когда вот 18, 19, 20-летний пацан пошел, и его там грохнули, и за это не заплатили, и мама это знает, вот тогда и мы это будем освещать, конечно, если это будет происходить, и мы будем это рассказывать. Слава богу, есть интернет, слава богу, есть сейчас возможности лучше, чем когда была русско-чеченская война. И, конечно, что тогда начнутся волнения, движения. И этого боится Путин, потому что Украину придется закидывать мясом. А Украине бы надо бы сделать все возможное, чтобы сделать из чеченцев, дагестанцев, ингушей, другие народы, сделать себе союзников. Не вести такую политику, чтобы показать, что мы вас признаем. Ну, признавай, почему до сих пор Украина нас не признает? Тоже вопрос. Почему бы не сказать, если Крым забрали, сказать, ну, Чечню признаем. Хотя надо было тогда еще признать. Так что, Аслан ответит, что делать, если Россия вытащит козырь вето в Гааге? Будем проводить митинги. Я говорил об этом, конечно. ООН может вето сделать, и мы должны проводить митинги. Надо стучаться, господа. Вот этим пальцем пока не пробьем эту дверь. Дверь атмадац. Мы воевали, ну так не может получиться, что я, например, сел сюда, выведу блог, короче, мне донатят, и я могу победить Россию. У нас Дудаев, тысячи, десятки тысяч лучших сынов, ум, силу, энергию затратили, чтобы это все сделать, и они не справлялись. Но я не могу сейчас провести стрим и сказать, что все, мы победим. Да, это будет неправда. Мы должны все организоваться. Я призываю организоваться. У нас есть правительство. Организовываемся. Идем на митинги, на пешие марши. Проводим, стоим, собираемся, как быстро по одному зову. Дэша дэшвай лилечуна. Ой, лилештик, доша дол. Шунт эльча, ой, цедэш куза, хумадац. Ой, 300 тысяч адам лехтах дуэлляной. И чё дох кумду, ацумна ой, цханнах цедэш, ацумна дэш дизвай. Ихум айдина, ой, ихум цум сидина, дой. Угар бубош бок, энте дабо хунд бац, хинц вай нах. Бай андель бац. Кити шо? Бай андель бац. Срезали просто, срезали слой. Со угар тя хак дол швар кузаие. Шун халак амелда. Валлахи варк. Сол эзерш дук нах да бойле бабу. Просто хител харзам. Так, ассаламу алейкум, Асан. Как ты думаешь, что должно случиться, чтобы украинцы поняли, что Россия просто так не оставит свободной? Ва алейкум салам. Я не знаю, что еще может с ними случиться. Уже 13 тысяч убито и не отстанут. Миша Кот, Аслан, а ты видел, как чмошно выглядел Путятин рядом с Ким Чен Ыном? Ну, конечно, Ким Чен Ын молодой, толстый, такой упитанный бандит. А это, не бандит, он тиран просто, узурпатор. По наследству доставшийся. А этот бандит. Так, Сергей Камень. Аслан, давайте не будем. Давайте не будем. Ёкарный бабай, постоянно буквами большими и всегда замечаю. А потом другие говорят, его не видно. Ёкарный бабай, надо быть готовым отцепить наш вагон от этого мордовского локомотива. Как только появится такая возможность, в любой момент использовать и еще демографию улучшать. Совершенно верно. Совершенно верно. Ну, им не есть Ларона, а мозгоправик. Советчик ж бухор. Орстхон 06. Всегда сначала лайк достойному, а потом смотрю Аллаху Ахту Бойла Амин. Дерез хуль Орстхон 06. Так. Артем Потап. Аслан, вы видели видео на канале Чечен Войс про вас? Да, видел, конечно. Это наглый, лживый провокатор. Он здесь на канале мне там мутил, я его забанил. Он у меня ролики скачивал, я говорил его убрать, он не убирал.
короче, мерзкие и, по всей видимости, ГБшные. На меня начали говорить так разные гадости. Но это будет, господа, это будет. Я к этому готов. Это не важно. Будет про меня говорить, не будут. Придуманное будет, настоящее про меня будет. Я все равно буду продолжать это дело. Это вся их, вот это, как только компьютер выключаешь, все, нету их больше. Ник Ников. Осна, если Путина кинут в Москве, не побежит он к Кадырову прятаться? Нет, конечно. Кадырова вообще ноль. Нету Кадырова. Есть банда ФСБ кадыровцы. Понимаете? Это ФСБ, это курирует там Путин или из его администрации, или там Золотова его курирует, кто у него там куратор, кто дает ему приказы. Нету никакой кадыровцев. Есть банда ФСБ под видом административной власти. Они убивают, выполняют задания, заявления делают разные, которые ему говорят. Куда он убежит? Как только вы своего Путина прогоните, я вас уверяю, у вас не будет никаких проблем с Кадыровым. Аслан, только смешно. Аслан, еш ела, жим дуку вист е стрим. Цакитераусос, авош. Йокана Бабай, Аслан, помнишь, как Путя вывел собак на встрече с Меркель, зная, что она боится? Как думаешь, какая фишка бы прокатилась Ким Чен Ыном, учитывая, что он кореец? Ким Чен Ын слопал бы ее сразу. Он такой с хорошим аппетитом, видимо. Карина Ильдару, Аслан, тажим грамотный, Лерсон, Тяот. Ой, грамотный, дукваш, ядеш, хома сагатеш, хильчани, доадеш, хильчани, минимум. Ну, цадоаден от имя гордец. Надо Эрдол диз. Митинги Эрдол диз. Ой, хит сайт Амин, Сяна, Кан, стрим, хрю, будет завтра. У меня с ним запись, я потом выложу это, Сайдамина. Мы должны готовиться, что мы проведем марш. Должны собраться все. Это будет несколько дней, это будет испытание для нас, и мы должны пройти это испытание. Показать всем, что мы боремся. Всем, что боремся. Мурат Адамов, уважаемый Аслан, почему отряд Басаева и Хатаба пошли на Дагестан? Ваше отношение к этому? Ой, я это уже 100 раз отвечал. Это уже просто миллион раз уже отвечено на самом деле. Так, старик Хатанч, сын подошел, ткнул пальцем в глаз, смотрю эфир одним глазом. Не сдавайся, старик Хатанч. Тысячи добровольцев Украины готовы поддержать кавказцев в освободительной войне за независимость Ичкерии. Дэн Кравцов. Да, быстрее надо сперва Украину освободить, пока есть силы, возможности, юридическое основание, пока весь мир поддерживает. Поддержка мира, она дорогого стоит, господа. Если бы вас мир не поддержал Украину, я уверяю вас, Путин уже там творил бы такие беспорядки. Так, о Невзорове. Хаджан Асаддин спрашивает, название ролика о Невзорове, скажи, Аслан говорит. Сейчас я постараюсь найти, это займет немного времени. Я помню, Невзоров ублюдок, но он в этом не виноват. Сейчас я точно скажу. Ну вот, нет, все нормально, все нормально. Саша Невзоров ублюдок, но он в этом не виноват. Я даже вам сейчас ее ссылку скину сюда. Слава богу, техника позволяет. 21 век на дворе. Вот, я вам сейчас скидываю. Саша Невзоров ублюдок. Вот ссылка. Маулют Алтынташ. Украинцы сегодня это те люди, которые миллион раз лучше, чем арабы и тюрки. Именно украинцы больше всего поддержат кавказцев, если Кавказ сегодня помогут украинцам победить русню. Совершенно верно. Мы должны всеми силами поддержать Украину. Всеми силами. В обязательном порядке. Леонид Гройсман. Аслан, знаете Панасенкова? Да, знаю. Историк, не глупый. Ну, мне кажется, чуть-чуть его там заносит, когда касается ислама. Там
как-то иногда... Ну, может быть, я ошибаюсь, пока я ничего не буду говорить. Эдуард Мамедов. Невзоров очень образованный, но внук генерала КГБ. И вы понимаете, о каком обществе он вырос. И он, мне кажется, сам, Эдуард, он сам тоже КГБшник. Так, Жоман Вольфман. Почему некоторых сторонников Ичкерии шариатофобия? Может, ты просто неправильно это все воспринимаешь? Почему шариатофобия? Шариат, это вы так терминами бросаетесь. Четко разъясните, я вам объясню. Чего у нас фобия? Фобии у нас вообще нет. Понимаешь? Фобия есть у других. Аслан, расскажи про работу, которую ведут представители Ичкерии в Европе и про планы на будущее. Ну, работу разную ведут, разную. И присоединяйтесь, и мы будем вместе ее вести. Планы будущие только грандиозные и самые лучшие. Ёкарный бабай. Аслан, я хочу жениться на немке, а то меня хотят отсюда выселить. Не мог бы ты меня поддержать, а то моя жена против. Я думаю, жена должна понять в этой трудной ситуации, особенно если это красивая немка. И языком, немецким языком будет полезно. И я думаю, со всех сторон, если носителям языка жениться, лучше жениться на переводчице, которая русский знает. Эдуард Мамедов, что вы думаете о Олеге Калугине? Эдуард, ну я думаю, что это человек, который осознал всю пагубность этой преступной организации, переехал на Запад. Ну все, в принципе. Я не считаю его предателем, если вы об этом. А так... Так, Эдуард Мамедов, Аслан, что там символика? Я думаю, дедусику может в этом помочь. Эдуард Мамедов, я вот поэтому вообще даже не заморачивался, вообще у меня не было, у меня из головы вылетело, как в прошлый раз, я об этом как бы, ну это очень важно, это нужно. Кто давал право Закаеву открывать еврейское посольство в Ичкерии? Интервью у него брал, кажется, Авраам Шмулевич. Я не знаю, кто право, наверное, должностное лицо было, или он просто был гостем. Я не знаю, о чем ты говоришь, я вообще не в курсе. Было там, не было чего, открытия, закрытия, если было и что, чем еврейское посольство. И тогда это государство нас, Израиль нас признало, получается. Я что-то этого не слышал. Что-то, по-моему, ты не то сейчас сказал. А, вот ты о чем. Что, ну ведь Закаев же говорил в интервью еврейскому изданию, что когда Ичкерия освободится, то они откроют израильское посольство. Конечно, откроют. Все посольства мира мы откроем у нас в Грозном, в Джахаре, прошу прощения. Конечно, откроем. Ничего себе ты сказал. Нет, я не об этом, говорит Эдуард Мамедов. Калугин просто не знает систему изнутри и может много что у него узнать, что он знает систему изнутри. Но это не афиширует. Ну, наверное, он не афиширует для публики, но афиширует для, наверное, специальных служб. Поэтому... Топ. Но ведь сам Закаев встречался лицом к лицу с Духвах Абдурахманом в Европе и вел переговоры с кадыровцами там же. И что? Ну, это представители, чиновники, я что? А что делать? Такое время было. Извини, так надо было. Когда Дока Умаров сложил в себя полномочия и бросил знамя Ичкерии и возглавил Имарат Кавказ организацию, надо было это сохранить. При всем уважении к Доке Умарову надо было это сохранить. Дока Умаров наш герой и останется им. Но он
сделал то, что нельзя было делать в его положении. Я никто, чтобы его сейчас осуждать, но Закаев сделал то, что обязан был сделать. И он привлек внимание и поднял это знамя снова. Так, Алекс Ундер, реалити Астана, как по-вашему, в двух последних ранее бывало иначе войнах России против Ичкерии грузины не принимали участие на стороне Российской Федерации, но кое-кто поддерживал рашистов в их войне в Абхазии и в ЮА. Да, да, было такое. Об этом я говорил очень много, да. Но я думаю, что грузины принимали и в первую войну, русско-чеченскую войну, и во вторую, вот в новейшей истории русско-чеченскую войну. И в 44-м у нас, мы это много обсуждали с грузинами. И кто станет помянет, тому глаз вон, как говорится. Давайте жить дальше. Мы это обсуждали все. И я, ну, можно в оправдание сказать, опять же, да, чтобы не показалось, что я к этому вопросу отношусь пренебрежительно, что Басаев был молодой, 25-6-7-летний мужчина, который боролся, был клич в борьбе за свободу, которую мы тоже добивались, Абхазии против КГБшного Шеварднадзе. Вот что могу сказать в оправдание. Хотя этого, конечно, не стоило делать. И ваш вопрос очень стандартен. Сергей Каменный. Про Мурат Мусаева хотелось бы от тебя услышать. Что от меня услышать? Вы хотели бы услышать? Мурат Мусаев адвокат, которому следовало бы не жить там, а приехать сюда и заниматься деоккупацией своей страны. Но только по-честному. По-честному. Так, кого ты тут, Чинго, гасишь? Вот и 606. Я опять, не будем, давайте говорить. Так, леди мне какой-то вопрос задала, я его пропустил. И что-то тут, как-то что-то. Чинхо тут один справляется. Мечабу, модератор. Где мои модераторы? Один Чинхо тут бьется за всех. Как обычно, Чинхо. И причем ты остаешься в тени, можешь, да? Как обычно. Йохтоп. Закаев в интервью заявил, что ФСБ заплатили Умару $50 миллионов за объявление Имарата. Ты согласен с его словами? Я не знаю этих слов, я не знаю, кому, какому интервью он давал изданию, и что там не переиначили, если это русское было интервью. Но, может, он имел в виду, выделили на это дело, а не то, что Умарову дали. Умаров, он никогда не говорил, что он предатель, и там взял 50 миллионов. В горах там 50 миллионов особо не потратишь, да? Ёкарный бабай. Мурат Мусаев приходил к нам в университет, он тот подстил как КРА, а его отец участвовал в фальсификации выборов. Ну, за это замечено, да, это было такое, что пытаются приблизиться или там что-то сделать. Но это все даже, кто на той стороне, все кадыровцы, все, кто бы ни был, могут вернуться на путь истины, осознать и помогать своему делу. Да, может, доверие к ним будет не такое, как хотелось бы им, но в любом случае им это придется сделать рано или поздно. Так, господа, мы уже говорим почти 1:40. Мы должны уже закончить это. Айди, я последний тогда зачитаю. Айдин Абкеримов. Ассаламу алейкум, ассалам. Я с тобой согласен, надо разделяться от Российской Федерации всему Кавказу. Дагестан, Чечня. Да, конечно, надо. Конечно, надо. Все тогда, господа. Было приятно отвечать на ваши вопросы. Так, убоч, нос. Честный, дагам, цадох, диц, удари. Так, спасибо вам, Аслам. Так, ладно. Спасибо всем. Спасибо вам большое, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. И да, все.
все будет хорошо, победа будет за нами, деоккупируемся и всех отправим, заслуживающих, тех, кто заслужит, отправим в Гаагу. Да, Алмула. Все, ассаламу алейкум, раматуллахи ва баракату, адикюэль. До свидания.